Целую шпионскую легенду об оперативной работе под прикрытием придумал 26-летний житель Саратовской области Василий Ожередов. Вместе с Антоном Ситниковым их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Год назад молодых людей задержали сыктывдинские автоинспекторы на федеральной трассе Вятка. Поведение мужчин показалось полицейским весьма подозрительным. Профессиональное чутье их не подвело. Репортаж Эдуарда Бушуева. 4 февраля прошлого года сыктывдинские автоинспекторы остановили на федеральной трассе в местечке Морово внедорожник, у которого были запачканы госномера, а на передних стеклах излишняя тонировка. Какого полиса можно? Какого полиса? Если там это у нас спросить. Тонировка еще. Тонировку не... Нет, там все свои. Лояльно, да? Ну там как бы... Идите, звучит. А сейчас выходим, да. Прежде сейчас вы отойдите больше. В ходе стандартной проверки выяснилось, что номера на машине чужие. Жители Саратовской области, пассажир Василий Ожередов и водитель Антон Ситников не могли толком пояснить, зачем после такого длительного пути они ненадолго заезжали в дачный массив. Полицейским стало все понятно, когда они увидели в телефоне водителя фотографии зимнего леса. Все, руки! Оказалось, за несколько минут до этого пассажир заложил в тайники крупную партию N-метилэфедрона. Сколько там лежит? Еще раз. 2 пакета. По сколько граммов? 1,700. Так, получается, закинул он. Я возле машины стоял. А закинул ты он. Ну быстрее, Ну быстрее. как получается, да. Он закинул. Далеко заходил в лес? Ну, с краешка, наверное. Прямо около дороги. Прямо около дороги закинул. Сотрудниками ГИБДД по Сыктывдинскому району совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми задержано 2 гражданина, жителя Саратовской области. Задержанные лица находились на территории Сыктывдинского района с целью незаконного сбыта наркотических средств. Часть наркотических средств фигуранты уже успели поместить в лесном массиве неподалеку от места задержания путем тайников-закладок. Незадолго до этого в местечке Соколовка они заложили еще 2 тайника, почти по килограмму в каждом. В ходе проведения осмотра места происшествия на территории Сыктывдинского района было изъято свыше 3,5 килограмм наркотических средств синтетического происхождения. 2 килограмма, которые находились в автомобиле в ходе досмотра транспортного средства, были также обнаружены и изъяты. У них был упаковочный материал, изолента, зип-пакеты. Все необходимое как раз для фасовки и для дальнейшего распространения. Они заложили, но не успели еще скинуть оператору для дальнейшей реализации иным неустановленным лицам. Оказалось, 2 килограмма синтетики, найденные в багажнике, наркокурьеры должны были отвезти в Липецкую область. Это было уже не первое задание оператора интернет-магазина по транспортировке дурмана по территории России. Следствие установило, Василий Ожередов примкнул к преступной группе в октябре 2021-го. За полгода вырос с мелкого закладчика до курьера и привлек к себе в помощь водителя Антона Ситникова. Оба фигуранта действовали от имени одного лица. Впоследствии, через несколько месяцев, ближе к концу года 2021, они стали выполнять функции уже курьера, скажем, зарекомендовали себя в данной организованной группе, и они стали уже более крупные объемы партии наркотических средств перевозить в субъекты, которые им укажет, собственно, оператор. Фигуранты уголовного дела перевезли из Московской и Владимирской областей на территорию Республики Коми более 5 килограммов наркотических средств. На следствии, а потом в суде фигуранты стали придерживаться весьма необычной легенды. По утверждению Василия Ожередова, который в юности стал 3-кратным чемпионом мира по гребле в составе сборной России, а в последнее время перебивался случайными заработками по перепродаже машин, он хотел работать в одной из силовых структур. Якобы представители этого ведомства сами предложили ему внедриться в интернет-магазин для разоблачения драгдилеров. Версия одного из фигурантов заключалась в том, что он является сотрудником правоохранительных органов и таким образом проходит испытательный срок, по окончании которого его обещали официально трудоустроить. Перед ним была поставлена задача выйти на оператора интернет-магазина, который дает указания о фасовке и распространении наркотиков по территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Коми.
Эту легенду активно поддерживал и второй подельник, 40-летний Антон Ситников, который вообще утверждал, что выполнял лишь роль водителя, не догадывался о наркотиках и был уверен, что по заданию спецслужб они перевозят уран. Правда, на одном из допросов проговорился, что все это Ожередов придумал, чтобы избежать ответственности. Сыктывдинский суд тщательно все изучил, в том числе фантазии фигурантов, признал их вину в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил каждому 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.